В годы Великой Отечественной войны было опубликовано письмо трудящихся Таджикистана бойцам-таджикам, сражавшимся на фронтах войны. Где бы вы ни сражались, на берегах Дона, в степях Украины, в окрестностях Ленинграда, вы защищаете Сталинабад, берега Панджа, горы Памира, долины Вахша и Ленинабада. Русские, украинцы, белорусы, грузины, узбеки, таджики, казахи, киргизы – все мы дети этой великой родины. Наша страна – СССР. Солнечный Таджикистан – ее неотъемлемая часть. Мой дед – один из 300 тысяч таджикских солдат, защищавших родину от фашистской Германии. Осенью 1938 года моему деду Хусенову Бахрому исполнилось 18 лет, и он был призван в ряды советской армии. Отслужив 2 года в Костроме, он уже собирался вернуться домой, но тут в начале 41-го начинается Великая Отечественная война, и он пошел защищать родину. Мой дед для меня герой. Он не был танкистом, летчиком или генералом. Он был простым солдатом, пехотинцем, сражаясь каждый день на поле боя. В течение 2 лет со своими братьями бок о бок в окопах, обороняя блокадный Ленинград, не дали захватить фашистам этот великий город на неделю. Из всех рассказов о войне, которые я слышал от отца, так как деда не застал, мне запомнился один. И он даже не о войне, он о другом. В 1943 году, где-то на Украине, на одной из разведывательных операций, дед попадает в фашистский блиндаж. Увидев на столе ценные документы и захватив хлеб, обернувшись вокруг, он было собрался закончить дело и выйти, но на минуту, задумавшись, он остановился и просто не смог застрелить спящих людей, даже если они были врагами. Потому что они были не на поле боя, и просто застрелить спящего, как не бьют лежачего, беззащитного, этого не смог сделать мой дед. Почему именно этот рассказ, почему именно эту историю я вспомнил? Потому что в этой кровавой войне, в этой жестокой, в этой не щадящей никого, в этой кровопролитной войне победила не только стойкость, сила духа, храбрость, отважность, но и такие качества, как милосердие, сострадание, сочувствие, сожаление, гуманизм, человеколюбие и человечность советского народа. И именно благодаря этим качествам, я думаю, победил советский народ. В 1944 году, продолжая освобождение Европы от фашизма, к сожалению, дедушка был ранен в Польше и комиссован обратно в тыл. И самое главное, что он сделал, вернувшись на родину, он создал семью, он воспитал и вырастил 12 детей. И самое главное, он передал эти качества своим детям. Светлая память и низкий поклон всем,
кто защищал нашу Родину. И всем тем, благодаря кому у нас есть этот сегодняшний день. И это мирное небо над головой. Низкий поклон.